Приступаем к работе. Да, 15 минут на доклад. Вполне уложимся. Информации, конечно, можно и дольше представлять. Я думаю, информационные справки у вас есть, но мы посчитали, что и в таком формате будет более наглядно нашим депутатам увидеть ключевые значения, ну, и результаты работы как и по золотодобыче, так и, соответственно, по угледобыче нашей республики. Если вкратце вот хотел бы обратить внимание по тем позициям, которые хотелось сегодня осветить. Это, конечно же, ключевые позиции. Тема связана с геолого-разведочными работами минеральной сырьевой базой, как двигаемся в этом направлении. Итоги, несомненно, я думаю, всех интересуют, хотя это и в прессе уже доводилось, в принципе. Мы оперативный контакт поддерживаем с профильными комитетами Государственного собрания, но тем не менее. Налоги, ключевая история как социальная ответственность, предстоящие реализуемые инвестиционные проекты, ну и, соответственно, как мы справляемся и какие дальнейшие шаги, движения предпринимаем для развития этих отраслей. В 2020 году произошло несколько значимых событий. Например, по золоту, вы видите, побит максимальный уровень 70-х годов, 36,4 тонны. Я отмечу, что это, конечно же, не только благодаря предприятиям, которые с тех времен работают, но в том числе и новые, которые формировались и последние годы, в том числе вводились новые объекты. Но об этом я чуть позже еще обязательно вернусь. Поэтому это исторический рекорд и очень близки к заданной планке в 40 тонн, которая создает новые возможности, конечно, и для всей республики. По углю также превышен исторический рекорд, взята планка в 20 миллионов, благодаря чему, что, как вы видите, да, по Колмару, вы помните, в сентябре глава республики участвовал в запуске объектов в Нерюнгре компании «Колмар». Это благодаря той поддержке, которая оказывается со стороны республики, федеральных органов власти, стало, конечно, возможно. По ЛГ тот проект, который мы понимали будет значимым в начале, ну, в конце нулевых, 2000-х, да, годов, соответственно, задавался ему тренд, но смена собственника в этой ситуации, как обычно бывает по-другому, да, но в данной ситуации оказало положительное влияние. 1 миллион тонн достигнут по ежемесячному показателю и, соответственно, идут дальнейшие движения. Ну и рекорды, которые поставили отдельные компании, Нерюнгр-Металлик, Полис, Алдан, Селегдар, позволили тоже интересный баланс между районами, в том числе, сместить, но об этом чуть позже. Начну с минерально-сырьевой базы как основы. Есть у нас распределенный фонд, вы видите, по месторождениям. Есть нераспределенные, соответственно, представленные, цветом выделенные для дальнейшей работы. Что хотелось бы здесь отметить? Конечно же, усилия направлены на то, чтобы шли геолого-разведочные работы и, соответственно, восстановление минерально-сырьевой базы. Достигая таких серьезных объемов, кстати, хочу отметить, как и говорили по итогам 2019 года, что мы твердо закрепились в тройке регионов-лидеров по объемам добычи золота. По углю мы также сейчас ожидаем, к сожалению, пока нет даже предварительных итогов от Забайкальского края, и мы идем нос к носу, да, то есть ну, боремся первое-второе место по итогам года и в угледобыче. Когда-то у республики было однозначно первое место, но после расширения ДФО эта позиция немного была подвинута. То есть сейчас смотрим результаты по этому направлению. Соответственно, у нас есть ответственные недропользователи, которые занимаются расширением своей минеральной сырьевой базы, практически каждая компания. Буквально вчера у председателя правительства было совещание о возможности использования новых технологий, отрабатываем с одной из компаний, которая может приехать компаниям значимо помочь, причем не только в золотодобыче, но и в нефтегазодобыче, и в других отраслях. Поэтому, вчера же у нас вечером уже состоялась рабочая группа с Росгеологией. Это все вот те мероприятия, которые направлены на развитие геолого-разведочных работ и восполнение минеральной сырьевой базы. Для того, чтобы это движение продолжалось, вы видите, я хотел бы, просто здесь не буду останавливаться, сделаю акценты. У нас по ресурсам прирост 70 тонн, еще раз, да, добыли почти 40, приросли 70 тоннами. По углю 400 миллионов, при добыче в 20 миллионов. И вы видите, и недропользователи, соответственно, тоже вносят свой вклад по приросту своих балансовых запасов. Более 20 тонн по золоту, серебру.
Финансирование геологоразведочных работ. Здесь напрямую и от курса мы делали тоже интересный график. Павел Петрович помнит, рассматривали на коллегии, соответственно, кто депутаты у нас участвовали. И по сути, вот этот тренд, который в 2017 году задан, видите, наблюдается определенная цикличность. Вот 2015 год, когда был максимум. Ну и мы видим с вами, что за последние 5 лет у нас наблюдается максимум вложения средств в финансирование геолого-разведочных работ вообще в купе. Это касается всех блоков. Видите, часть, ну, размер по каждому блоку, соответственно, вырастает. Надеемся на вашу поддержку. Я уж прошу прощения, может, немножко в другую, да, степь, но тем не менее, поддержку и при внесении корректировок в бюджет по поддержке региональных работ, что также необходимо для реализации национальных региональных проектов. По аукционам. Пандемия здесь сказалась, я о рисках обязательно отдельно скажу. Было значимое снижение, потому что они проводятся все очно. Якутнетрами работу с ними в этом направлении идем, поэтому значимо хотим нарастить количество аукционов в этом году. Но это не означает, что в прошлом году не был задан потенциал для развития. Обращаю внимание на заявительный принцип, который сегодня реализуется на территории Дальнего Востока. Вот это количество месторождений, вы видите, 350, да, ну, грубо говоря, 353, которые были, соответственно, выданы, они позволяют и формируют базу, соответственно, развития рассыпного, вернее, добычи на рассыпных месторождениях и, ну, вообще перспективы реализации по и других отраслей в том числе. Далее, пожалуйста. Обращу внимание по таким показателям, они немаловажны, что при приросте объемов добычи, что происходит в социальном плане. Обращаю внимание на рост заработной платы, то есть вы видите и на численность, соответственно. Вот по численности мы уже говорим о том, что в золотодобыче буквально 2019 год у нас было 10 тысяч человек, сегодня это уже более 13 тысяч человек. Вот реализация проекта дает конкретную историю. Мы буквально, я могу ошибиться, но в начале этой недели проводили встречу как раз с золотодобытчиками, с госкомзанятости, которые привлекают рабочую силу из-за пределов республики, о том, чтобы планомерно и они усиливали работу по привлечению местных кадров в том числе. Хотя, ну, к этому вопросу еще отдельно вернусь. По заработной плате также наблюдается рост, ну, более существенный он идет в золотодобыче, в угледобыче, соответственно. Это связано, конечно, несомненно, с увеличением объемов добычи, то есть, ну, оно дает значимый прирост, и, конечно, подземный способ также накладывает свое положительное влияние. То есть вот еще не так давно, ну, где-то 75 было тысяч, по-моему, по итогам 17-го, сейчас уже 83, динамика налицо и в этом направлении. В целом по стране, как мы смотримся, вы видите, планы на сегодня, да, практически достигли планку 400 миллионов. Это в целом, если говорить о динамике по отраслях, в планах выйти на 450. Якутия уже идет опережающими темпами. К 2024 году мы знаково нарастим, но об этом чуть позже обязательно скажу. Соответственно, возникают, конечно, рядом сопутствующие проблемы. И впереди, несомненно, конечно, Кемеровская область, которая вносит самый значимый вклад, но тем не менее вот эта динамика по реализации проекта Колмара и Эльгинского комплекса, они увеличат наш вклад не только по стране, но и на международной арене. Это позволит России в тройку лидеров войти по добыче коксующегося и по экспорту коксующегося угля. Соответственно, далее. 2020 год, вы видите, что позволило достичь, какие проекты, я говорил о вводе объектов Наглинского комплекса. Важная история, почему здесь указываем Ванина Трансуголь, потому что сегодня, ну, железные дороги, можно сказать, забиты составами западной части и центральной страны, поставками на восток, и из Кузбасса в том числе, с Красноярского края, с Забайкальского края. И именно наличие морских терминалов сегодня создает возможности для угольщиков продолжать реализовывать их инвестпроекты. По Элиге о динамике я сказал, в этом году будет знаковый рост, мы об этом чуть позже тоже скажем. Якутуголь, благодаря вложению миллиарда рублей в модернизацию фабрики, и эта работа еще продолжается, они, соответственно, также планируют восстановить свои прежние операционные показатели и выйти
на объем добычи от 8,5 до 10,5 миллионов тонн угля. То есть, соответственно, это тоже знаково, когда такая компания начинает восстанавливать показатели. Почему говорю о группе с РЖД? Не у многих регионов она есть, но столкнувшись в начале прошлого года, когда с пандемией, сразу проблем на сухопутных переходах возникла, просто не пропускали составы. Сейчас периодически тоже возникают у нас нулевые месяцы, можно сказать так. И мы вот с декабря, получается, очень плотно, мы с ноября уже начали как проект рабочей группы вести, но в декабре уже официально это было проведено, в январе, для того, чтобы наши предприятия могли уголь вывозить. Его мало добыть, сегодня важно его и вывести. У нас сегодня серьезное накопление угля на складе наблюдается. Планы, вы видите, практически двукратный рост. В этом, сейчас что добиваемся? Соглашение с РЖД, я думаю, вы в прессе читали. Наше предложение, просто у нас 2 недели назад было ряд знаковых совещаний, и глава республики, вот как восклицательный знак неделю назад как раз показал на федеральном уровне проблемы, перед которыми отрасль стоит, и вопросы, которые надо решать. На примере у Кузбасса есть соглашение, мы тоже видим либо отмену того соглашения, либо заключение с нашим регионом, чтобы компании могли поставлять и крупные, и малые. Напомню, в южной части это у нас СТС уголь, Рождество справа Кабанкинский, Долгучан малые предприятия. Опять-таки, говоря об этом вкладе 39,7, здесь, конечно же, есть и предприятия центральных и северных районов, начиная от Сунтарок, продолжая малыми разрезами, они, в принципе, в Якутуголь входят, да, Джибарики, Кангаласы, Зырянский угольный разрез. То есть, каждый из них, видим определенные перспективы. 2 недели назад общались о возможности увеличения поставок на Чукотку. В принципе, такие перспективы тоже у нас имеются. По Сангарам, кстати, тоже такой задали хороший устойчивый тренд, актуализировали по нашей инициативе рабочую группу в Минэнерго, провели тоже совещание. На сегодня после этого были проведены ряд работ с научными институтами, в НИМИ в частности. Определили стоимость необходимых работ, план мероприятий разработали. Вот сейчас направляем в Минэнерго для того, чтобы определяться с источником, по линии какой национальной программы этот вопрос можно было бы решить. Я, кстати, отмечу, что мы эту позицию включили в том числе в план развития угольной промышленности Российской Федерации. И ожидаем, конечно, движения по Восточно-Денисовской, по Эльгинскому комплексу, значимый рост объемов. Налоговые платежи угледобывающих предприятий приблизительно остались на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом ряд моментов с этим был, соответственно, связан. Я думаю, увеличение знаковое в этом году, оно, конечно же, даст нам знаковый прирост по итогам этого года. И мы наблюдаем, что если проблема с ЖД будет у нас решена, ее сейчас первое ключевое, что нужно решить, это перевозка ЖД транспортом, то, соответственно, прирост от угольной промышленности, он двукратный может составить к 2024 году. Далее. По золоту, когда мы говорили о тренде, где находимся, обращаю внимание, 2020 год, 2019, вы видите, Якутия, зеленым цветом мы находимся на 3-й позиции, действительно закрепились. Красноярский край, Магадан знаково впереди, но мы на этой позиции, и плюс ряд проектов, которые на территории этих регионов реализуются, но у нас тоже есть определенные планы, мы в этой тройке уверенно остаемся, тренд сегодня на спрос, соответственно, есть. Рассчитываем, что преодолеем планку в 40 тонн по итогам 2021 года, для этого содействие необходимое компаниям оказываем. Думаю, все получится у нас вместе с ними. По серебру наблюдается плановое снижение. Сразу хочу сказать, если кто обратил внимание, наблюдается плановое снижение, работы, которые по верхнему нефтяще проводятся, и в следующем году будет, соответственно, уже следующая динамика и новые показатели, приближенные к 100 тонн, соответственно, за 90 мы выйдем. Далее, пожалуйста. Вы видите, уже в 2021 году практически 100 тонн, 22% к этому году.
За счет чего это планируется? Это финансирование средств из федерального бюджета. Вот говорю, вчера буквально провели совещание. По аукционам, то, что раньше вы видели на графике, когда ГРР обсуждали, компании сами увеличивают средства вложения. Энергетика обязательно, вот 3, по-моему, недели назад обсуждали как раз ДГК с ЮАЭС, эти возможности и задачи, и проблемы, которые стоят по этому направлению. И, конечно же, местные кадры, в том числе вот поднимали вопрос на последнем совещании по целевому обучению, по востребованным кадрам в ближайшие годы. Проходили, кстати, стратегические сессии, Госкомзанятости организовывал, там золотодобытчики очень активно участвовали. Налоговые платежи по золоту, вы видите, происходит хороший такой рост в сравнении с 2018 и с 2019 годом. Ну, 36 тонн, да, то есть 39,8, соответственно. Вы видите в бюджеты различных уровней по категориям, которые, и, конечно, помимо объемов, в этом знаково прирост дало и рост цен на золото. Ну, все уходили, особенно в прошлом году, в этот защитный металл, да, то есть мы видим хорошую историю. По ответственности этих компаний, ну, мы здесь были вынуждены совместить, не все, конечно, показали, угольщики, золотодобытчики. Колмар – это новый квартал, микрорайон в городе Нерюнгри. В прошлом году камень был заложен, в этом году уже ожидается заселение первых жильцов Гню-Шахтера. Соответственно, ну, это и новые территории, пространство там, и так далее. В Чульмане уже сегодня, кто из вас, если был, помнят, что ничего там, ну, как поселок приходил в упадок, но компания вдохнула новую жизнь, и ремонтный завод стоит, ну, помимо этого и социальная инфраструктура, общежития, тротуары построены, к юбилею Победы обновлены парк, который в Чульмане имеется, то есть, ну, как раз территория присутствия компании. В Селигдаре, к примеру, Полюс, Алдан, Колмар, Якутуголь, знаковая доля местных жителей сегодня работает. В целом все компании направили более 500, ну, это вот тут не только золотодобытчики, угольщики, более 500 миллионов рублей направляли в республику муниципального образования на пандемию. Там самые первые откликнулись, вот, и Полиметалл, сразу СИЗы направили, к примеру, потом средства дополнительно перечисляли на закуп. Полюс Алдан, в Алдане в самом помогал, там дезинфекцию проводил и так далее, и так далее. Якутуголь, Колмар там предоставляли свои санатории для помощи, средства перечисляли. Вот, кстати, Полюс, Колмар, хорошие суммы такие, видите, перечислили в фонд развития Дальнего Востока именно по помощи в целом по территории. Ну и сколько на сегодня соглашений, мы эту работу, соответственно, дальше продолжаем. Буквально на днях перед рядом компании тоже поставили вопрос. Инвестпроекты, в принципе, они привязаны к начальной карте по минерально-сырьевой базе. Вы видите и продолжение, то есть по Верхнему Минкиче, по Колмару, Эльгинский комплекс сегодня знаковые обороты 7 миллионов тонн, у них в планах добыча до 45 миллионов тонн угля к 2024 году. Месторождение прогноз, Кичус, Нежданинская. Ну вот по Нежданинскому, я думаю, последние новости вы тоже видели, мы стараемся освещать с недропользователями эти работы. И очень важно, например, если говорить о полиметалле, что сразу же, когда объявлялся набор и сейчас, да, на строительство, в том числе объектов, на эксплуатационного персонала, прямо сделан акцент на местные кадры. И вот по линии местные кадры в промышленность мы реализуем проект по консолидации Якутии, Навакту-14 вместе с Госкомзанятости. Только что вот провели траектория карьеры. Масса людей, кто интересуется вот этими рабочими местами на этих предприятиях, и предприятия открыты. Самое главное для работы и набора наших людей. Риски и вызовы прошлого этого года. Наверное, поставил бы, сначала сказал об отгрузках угольной продукции. Добыть мало, надо ее перевести. Вот мы прошлый год, начиная с января-февраля, наверное, уже очень активно в этом компаниям помогали, и рабочие группы с Минэнерго, с РЖД, с китайской стороной проводили, чтобы объемы эти вывозились. Видим впереди 23-24 год дефицит пропускной способности, поэтому глава республики в своем докладе на федеральном уровне эту информацию тоже озвучил, поскольку идем мы опережающими темпами развития, чтобы программа РЖД учитывала как раз развитие и опережающее развитие инвестпроектов у нас в Якутии. Сангары, то, о чем я говорил, определится в этом году по источнику
соответственно, средств для, ну, сейчас как раз определяется экономическое обоснование, затраты, и следующий этап при обоснованности – это источник средств. По истощению риски вызова, они есть всегда, но тем не менее мы как раз и ведем эту работу, чтобы, вот когда я сказал вам о рабочей группе с Росгеологией, как раз направлена на решение этих вопросов. По специалистам буквально сегодня было открытие нового учебного класса с новым программным комплексом в Хандекском геолого-технологическом техникуме, и, соответственно, это тоже обеспечение, подготовка востребованных кадров. В ближайшие недели у нас совещание по золотодобывающим кластерам, именно образовательным, по угледобывающим кластерам. Мы акценты делаем, чтобы именно предприятия понимали, каких специалистов мы готовим, и чтобы были востребованы. Наши учреждения понимали, кого надо подготовить, чтобы все были востребованы. Ну и пандемия, она тесно завязана на первые два вопроса, и последний, и предпоследний. Что предпринимаем для снятия их? Я заканчиваю. С РЖД планы я уже сказал по экспорту, в том числе по морским портам. И, кстати, вот второй пункт, мы стараемся подключить наши малые компании, чтобы они при содействии крупных могли экспортировать, в том числе и через морские порты. Видим вопрос либо снижения дискриминационного доступа, либо соглашения РЖД с Якутией. В налоговый кодекс изменения, и в прошлом году как раз и глава направлял обращение по НДФЛ, то есть когда работают у нас, если вахтовики, да, чтобы налоги они платят в регионе места жительства, чтобы это получило свое распределение соответствующее. Но это вот тесная работа именно вместе с вами. И я думаю, вы здесь тоже полностью поддерживаете. А здесь касается в том числе даже койки, да, медицинские, которые рассчитаны только на местных жителей и не учитывают, что еще потребность со стороны предприятия. Местных кадров в промышленности, о приоритетах этих сказал. Сроки включения участков тоже очень важно. Это повышает отдачу всех проектов и, соответственно, наполняемость бюджета. А дальше уже, когда вы как раз получаете большую возможность в распределениях, потому что больше базы будет. И, конечно же, это заключение соглашений по социально-экономическому развитию с недропользователями.